Для Хасана Бокова турниры по боксу уже давно не в новинку. Стаж занятий спортом весьма солидный – 9 лет. На прошедшем турнире в Грозном Хасан взял серебряную медаль по итогам 3 боев. В любительском боксе 3 раунда по 3 минуты каждый. Именно это время и определяет сильнейшего. На самом деле, второй бой у него там был самый серьезный и сложный. Это с ним боксировал член сборной команды России по боксу, действующий чемпион СКФО Батыров, спортсмен с Дагестана. В первом поединке боксерского шоу на ринг против нашего земляка вышел спортсмен из Киргизии. Конкуренция на этом турнире была очень сильной, поэтому Хасану пришлось использовать все свое мастерство. Впрочем, первого соперника он победил с сухим счетом. Для судей не было и сомнений, кто фаворит в этой паре. Я у него выиграл со счетом 5-0. Боксер был интересный. Первый бой я этого спортсмена ранее не видел, поэтому такой установки не было. Все установки уже были после того, как я уже шел в ринг. Второй поединок выдался куда интереснее. И дело не только в классе соперника. Спортсмен из Дагестана на пути к полуфиналу одолел давнего обидчика Хасана на чемпионате СКФО Абдулхакима Батырова. Поэтому взять реванш, пусть и не напрямую, все-таки хотелось, признается спортсмен. Тренер наказал действовать первым номером. Это у Хасана всегда получалось отменно. Итог – закономерная и справедливая победа ингушского боксера. Пусть и не без труда, но такие победы, добытые в буквальном смысле потом и кровью, приятнее вдвойне. Второй бой с дагестанцем, я его видел, знал, как он боксирует. И поэтому тренерский штаб уже дал мне указание до боя, как надо провести бой. И по этим установкам я провел свой бой. Тренер чемпиона признает, финальный поединок, по их мнению, разумеется, выиграл Хасан. Но в следующих боях они постараются готовить своих воспитанников так, чтобы противники оказались в нокауте. В любом случае, второе место на престижном международном турнире – очень хороший результат. А ведь это только начало. Сейчас у нас, скорее всего, пройдет учебно-тренировочный сбор. Сейчас, по-моему, мы с главным тренером сборной республики с Местовым Макшерипом решим, где будет проходить, какой сбор у него будет. И после этого он должен поехать на чемпионат России в конце сентября. Поздравить спортсмена приехали и из администрации города, откуда родом Хасан. Для тех ребят, что только начинают заниматься спортом, пример Хасана может оказаться заразительным в хорошем смысле этого слова. Поэтому сегодня чемпиону овации. То, что он завоевал вот это место на этом международном турнире, это в любом случае пример для подрастающего поколения. Те ребята, что тренируются с Хасаном в одном зале, согласны с тем, что только путем долгих и усердных тренировок можно добиться успеха. Ежедневные занятия для этих ребят стали уже чем-то привычным. В скором времени мы, возможно, услышим еще не об одном чемпионе. Тренеры все говорят как надо и все правильно. Мы хотим стать как наш Боков Хасан. Мы рады, что он с нами тренируется в этом зале. Если мы хотим стать олимпийскими или даже чемпионами мира, надо хорошо тренироваться, чтобы стать ими. Пример Хасана показывает, что любая поставленная цель в спорте может быть достигнута путем работы над собой. Выбрав бокс как любимый вид спорта, тысячи детей по всему миру находят себе увлечение на всю жизнь. И даже если кто-то из этих ребят не станет профессиональным спортсменом, в любом случае занятия в секциях не пройдут для них зря. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.